Свою деятельность ставили на акцент на том, чтобы именно татар между собой знакомить, чтобы они между собой общались, знакомились, между ними как бы новые проекты возрождались, новые кадры как-то, чтобы друг другу помогали люди, чтобы устраивали на работу, чтобы находили себе знакомых по интересам, опять-таки открывали новые какие-то проекты. Вот у нас, например, интересный очень проект образовался, называется «Татарча мафия». Скажу вам честно, у нас уже собирается порядка 40 человек, мы уже отыграли 10 игр, у нас уже будет скоро финал, в котором мы будем разыгрывать кубок «Татарча мафия» от штаба. Вот Искандер у нас, кстати, ведет мафию. Искандер, поднимись, покажись. У нас очень на ура проходит. И здесь, кстати, очень много людей, кто ходит на мафию, я вижу, да? Вот. Да? Здорово, вот видите. Также хотим, спасибо, Искандер, также хотим сказать, что не стесняйтесь, высказывайте свои предложения по поводу ведения мероприятий в штабе. Вот у нас, например, такой же проект «Масштаб» образовался, мы сейчас с Фаридой, ну, как бы с человеком, с кем, кто ведет вот это направление у нас, разговаривали, думаю, а сколько он у нас уже существует, но в феврале он у нас уже начался, вот именно вот это направление масштаба делового клуба, и на данный момент мы уже практически, скоро будет год, тогда и будем отмечать. На таких вечерах мы приглашаем интересных спикеров, и для того, чтобы они вам дали новую информацию, чтобы вы просвещались, обучались, брали для себя что-то новое. И также такой нетворкинг, чтобы вы между собой общались, знакомились, и у вас появлялись также новые проекты. По поводу масштаба и нашего делового клуба нам расскажет подробнее Фарида. Итак, наш деловой клуб был создан именно с целью взаимовыгодного сотрудничества. Идея наша ключевая такова, чтобы все, кто сюда приходит, не только знакомились и узнавали что-то новое, расширяли кругозор, но и, возможно, находили для себя полезные контакты и создавали совместные проекты. Такие примеры у нас уже есть. В один из вечеров у нас встретились сразу несколько девушек из сферы красоты и здорового питания, и они уже создают сейчас свой проект. И я надеюсь, что здесь вы сможете встретить тех самых подходящих людей, с которыми вы в дальнейшем смогли бы сделать что-то достойное. Мы будем этому очень рады. Помимо этого, на сайте штаба Татар Москвы есть раздел «Деловой клуб Масштаб». Там у нас размещена информация о наших партнерах, которые предлагают скидки и у которых есть спецпредложения для татар и для тех, кто есть в штабе и в масштабе. Поэтому, если вам эта информация интересна, пожалуйста, заходите, регистрируйтесь, и вам откроется список наших партнеров и их спецпредложения. Также, если вы сами являетесь предпринимателями, и у вас есть желание привлечь к себе клиентов, предложить что-то достойное, хорошее, пожалуйста, вы можете обратиться ко мне, и мы с вами обговорим возможности, чем мы могли бы друг другу быть полезны, и, возможно, даже вас опубликуем на нашем сайте. Переходя к сегодняшнему вечеру. Сегодня мы будем говорить с вами о финансах. Деньги любят счет. И, как вы знаете, нужно уметь грамотно управлять деньгами. Потому что можно бесконечно много зарабатывать, но если вы не знаете, как их тратить, они у вас будут уходить в небытие. И поэтому сегодня мы пригласили очень опытных профессионалов в сфере управления финансами. Это Герман и Антон, у них своя компания. Скажите, есть из вас предприниматели? Кто из вас предприниматель? Хорошо. А кому вообще тема финансов, она непонятна, пока что не до конца понятна и очень интересна? Вот уже меньше людей. Да, ну... Просто все очень умные собрались, и финансах разбираются. Это хорошо. Давайте начнем тогда. Значит, разделили сегодняшнюю тему на 3 блока. Это первый вообще, как управлять финансами, что такое учет, как его вести. Второй блок это про показатели, третий блок это про систему. В первую очередь хотел бы поговорить о финансовом учете. Что это такое, для чего это вообще нужно. Но вот кто из вас, кто предприниматель, у кого небольшая компания, вообще как вы учитываете свои финансы, как вы ведете сейчас учет? Можете поделиться? Вопрос
стандартной Excel-таблице. Сколько большая таблица, сколько показателей? Получается оборот, выручка, рекламный бюджет, показатели, получается, рекламы таргетированные, цена клика, вот такие вот показатели. Да. Ну и, наверное, многие сталкивались из вас в своем бизнесе с этими вопросами, то есть вы не знаете, сколько зарабатывает ваш бизнес, или вы хотите увеличить прибыль, но не понимаете, как это сделать, либо вы платите себе по остаточному принципу, или у вас много проектов, вы постоянно растете, расширяетесь и просто запутались в цифрах, в финансовом учете, и у вас все идет на самотек. И здесь важно понимать, что такое вообще отчетность. Вот, подобрали мы на сегодня самые базовые 3 отчета, которые, внедрив уже сегодня, у вас начнется хоть какой-то порядок в финансах, если его до этого не было вообще. Вот, самый первый, самый базовый отчет – это ДДС, это движение денежных средств. Вот. Он показывает все ваши поступления, все ваши расходы в вашей компании, откуда деньги пришли, куда зашли, когда ушли и откуда вышли. Вот. Для чего он нужен? Вот. Для того, чтобы вы понимали, как управлять деньгами вашей компании, чтобы объединять разные направления вашего бизнеса. Вот. И для того, чтобы не запутаться в том количестве платежей, которые совершается в течение какого-то отчетного периода. Неважно, это месяц, неделя, вот, или один день даже у кого-то. У кого-то в день бывает порядка 1000 платежей. Вот, поэтому это очень важный и один из самых первых отчетов, который нужно вести любому предпринимателю. Неважно, есть у вас расчетный счет, либо вы работаете с кассовым аппаратом, возможно, кто-то использует карточку, которая привязана к расчетному счету. То есть, этот отчет базовый. Следующий отчет. Вот мы здесь показали несколько примеров, как делается ДДС. Первое, это вы собираете всю первичную информацию. Когда, какой платеж ушел, за что. Заполняя вот эту базовую табличку, вы уже формируете дальше те отчеты, которые именно важны и нужны чисто в вашем бизнесе. Возможно, это вы сформируете отчет по кассе, либо по безналичке, либо все остальные, как я их называю еще иногда, мой кошелек. Вот, то есть изначально, заполнив всего лишь одну таблицу, вы сможете формировать дальше именно те отчеты, которые интересны вам. Как один из следующих отчетов ДДС, можно посмотреть также, у кого большое предприятие, это, допустим, сколько вы тратите на операционные расходы, сколько на инвестиции, сколько на финансовую вашу деятельность. То есть это всего лишь один маленький отчет дает вам уже колоссальное количество показателей, которые вы сможете смотреть. Идем дальше. Один из самых, наверное, известных отчетов – это отчет о прибылях и убытках. Все, наверное, про него слышали. Вот. Это немножко другой отчет, не такой, как бухгалтерский, который все, если бухгалтера есть, они, наверное, поймут меня. Вот. Этот отчет показывает именно вашу финансовый результат вашей компании, показывает все ваши показатели ключевые, которые вам важны в рамках одного отчетного периода. Как правило, это месяц. Вот. Для чего мы с вами ведем этот отчет о прибылях и убытках? Он нужен вам прежде всего для того, чтобы правильно принимать решения, а именно управленческие решения. В конце месяца, когда вы смотрите на этот отчет, вы видите, сколько у вас отгрузилось товаров, сколько у вас пришло какой-то там прибыли, да, за эти товары, какое количество денежных средств у вас ушло на рекламу и так далее и тому подобное. То есть здесь набор именно показателей может быть колоссальный. И поэтому каждый предприниматель сам для себя решает, какое количество показателей он хочет отслеживать именно в своем бизнесе. Вот. Еще раз повторюсь, этот отчет очень важный для принятия в конце месяца каких-то важных управленческих решений. Вот. Здесь мы показали небольшой отчет по одной из наших компаний, которую мы ведем. Вот. Здесь, например, можно посмотреть выручку, можно посмотреть
валовую прибыль, прибыль по остаткам, арендные платежи, амортизацию оборудования. То есть, это под конкретное предприятие. Следующее. Это платежный календарь. Зачастую все почему-то предприниматели забывают про этот очень важный отчет. Что нам дает платежный календарь? Он нам дает общую картину вашего бизнеса в рамках всех платежей, которые планируются в один месяц по приходу, так и расходу. То есть он показывает вам сроки, когда вам нужно что-то платить и когда вам какие-то денежные средства должны прийти на расчетный счет. Он делается для того, чтобы вы в понедельник, например, придя на работу, аврально не думали, кому чего сколько заплатить, а спокойно открыли платежный календарь и увидели и спланировали поступление денежных средств, а также расходование денежных средств на вашем расчетном счету. И всегда могли нивелировать вот этими показателями, чтобы прежде всего, самое основное, это не попасть в кассовый разрыв. Я думаю, кто предприниматели, они прекрасно понимают, что такое кассовый разрыв. Вот. Далее есть формы именно платежных календарей, очень много. Мы привыкли вот ее именно в такой форме вести, чтобы видеть каждодневно, какое количество приходит и уходит денежных средств. Опять-таки, либо на ваш расчетный счет, либо это касса, либо это там, вплоть до карточек, если это мелкие какие-то предприниматели. Показатель, давай. С чего? Это все, конечно, хорошо, да? А с чего вы можете, например, начать, прямо сейчас, да? Вот. Для начала вы должны определить в вашем бизнесе это ответственных. Кто будет ответственный за сбор первичной информации. У кого-то это водители-экспедиторы, у кого-то это могут быть кладовщики, у кого-то бухгалтера, у кого-то продавцы. То есть здесь важно определить, от кого будет входить первичная информация. Дальше. Внедряем базовые отчеты, которые я сегодня уже ранее сказал. Следующее. Мы с вами определяем основные показатели вашего бизнеса. К примеру, в ресторанном бизнесе это, например, выручка на 1 квадратный метр кафе. Если это, допустим, сфера бизнеса, какая-то связанная с красотой, как сегодня говорили, там выручка одного кабинета. Если это, например, кофейня, там выручку мы считали на 1 чашечку кофе. То есть здесь показатели, опять-таки, нужно смотреть конкретно ваш бизнес. Дальше. И самое четвертое важное, это, естественно, соблюдать дисциплину. Потому что отчетов, на первый взгляд, кажется много. На самом деле, вести их не так сложно, как на первый взгляд кажется. Если вы будете это делать и соблюдать дисциплину каждый день, либо каждый месяц, либо каждую неделю, либо вечером будете заполнять, да, то у вас всегда в любой момент будет достоверная информация для принятия вами нужного, правильного управленческого решения. Вот. Давайте, теперь Герман продолжит. Как сказал Антон, что каждому важно для себя определить основные показатели в бизнесе, но все-таки в предпринимательстве в любой сфере есть основные, вообще основы основ. И мы выделяем для каждой сферы 4 этих самых основных показателя, в которых нужно уметь разбираться. Во-первых, это доход, и его очень часто путают с прибылью, с чистой прибылью. То есть вообще, что такое доход? Это все деньги, которые поступают в вашу компанию, в ваш бизнес, от ваших продаж, от ваших услуг, от реализации вашего продукта. И что касается дохода, очень важно вообще понять все источники дохода, потому что часто люди еще не понимают, откуда к ним приходят деньги. Например, Антон говорил про кофейню. В кофейне основной продукт – это продажа кофе. Но они чаще всего еще продают шоколадки, продают какие-то печенья, и это тоже является источником их дохода. И чтобы начать управлять этим показателем, нужно учесть строго все источники доходов, откуда к вам приходят деньги.
Вторая часть – это расходы. Это самая, наверное, неприятная, непонятная вещь, особенно когда их много и ими нельзя управлять. Здесь тоже важно расписать все свои расходы, которые у вас есть, все источники расходов. То есть есть какие-то большие статьи, понятные, всем это аренда, это зарплата сотрудников, но есть еще много неочевидных расходов, это как содержание офиса или как конфетки там, в офис, допустим, в клиентской зоне, салфетки и так далее и тому подобное. У нас, кстати, вот хотел поделиться кейсами, также считали сети кофеин показателей, и у них непонятно куда-то уходили постоянно деньги, какая-то сумма. Когда начали выяснять, поняли, что они не ведут учет стаканчиков, салфеток и сахара. И получилось, что у них порядка 5% их расходов занимал сахар, который просто люди подходили, брали горстью и уходили. Жвачка. И да, еще жвачка. Теперь чистая прибыль. Что это такое? Чистая прибыль – это все деньги, которые остаются в вашем бизнесе после всех ваших расходов. Важный показатель – это себестоимость. То есть, что такое себестоимость? Это вообще все ваши расходы, которые вы тратите на производство одной единицы своего продукта. То есть, если вы, допустим, производите, не знаю, шоколадные торты, то вы должны учитывать здесь все. Количество энергии, которую вы жжете, количество крема, теста, коржей и так далее и тому подобное. И что касается расходов, также важно понимать, вот уже озвучивали вопрос, что есть постоянные, есть переменные. То есть постоянные расходы – это то, что вы ежемесячно постоянно тратите. Это фиксированная часть, скажем так. Это аренда офиса, это оклады сотрудников, зарплаты сотрудников, это содержание, скажем так, вашего бизнеса. И переменная часть. Переменная часть – это все, что зависит от количества продаж. То есть это, допустим, премии вашим продавцам. Либо это, опять же, количество энергии, которое вы жжете, если вам нужно произвести больше каких-то товаров. 4 шага. Основные мы считаем по сохранению прибыли. Это, во-первых, уже сказали, внедрить отчетность, то есть когда вы можете смотреть, видеть свои цифры, вы уже начинаете ими как-то управлять. Даже если это на первое время плохо или у вас есть, допустим, минус какой-то в бизнесе, вы уже можете видеть, как дальше с этим жить. Второе – это правильная аналитика. Когда вы можете анализировать цифры, когда вы понимаете зависимости, что от чего зависит, то, соответственно, вы также можете влиять на сокращение расходов, на увеличение прибыли и на другие показатели. Третье – это планирование. То есть, когда вы уже можете анализировать, когда у вас уже все хорошо, вы можете тогда запланировать и поставить себе объективные, честные цели, к которым вы будете идти. И тогда у вас план и факт, они максимально будут сходиться в одной точке. И четвертое – это фондирование. То есть, что это такое? Это, вот как сказал молодой предприниматель, очень мудрый и зрелый, по всей видимости, что нужно создавать для себя какой-то резерв и подушку безопасности. Потому что в любой момент ваш бизнес попросит развития, ваш бизнес попросит увеличения. И, допустим, у вас увеличилось количество сотрудников, вам нужно снять новый офис. У вас должны быть эти деньги, либо какие-то непредвиденные расходы. И чем больше у вас денег, чем больше прибыль, которую генерит ваш бизнес, тем стоит дороже ваша компания. Соответственно, все деньги на себя вытаскивать, это не зрело просто. Теперь хотел перейти вкратце про бизнес-процессы, потому что вообще в бизнесе все действия, неважно, это сварить с утра кофе, распечатать документы на принтере или обработать заявку и сделать продажу клиенту, это все процессы. Вот мы для себя выделяем всегда два вида процессов, это результативный и эффективный. Сейчас может быть немножко трудно, поэтому я постараюсь максимально просто объяснить. То есть, если говорить про результат, например, если с другого края стола попросить передать стакан, можно его бросить прямо сюда. Но не факт, что это будет безопасно, не факт, что это будет вообще эффективно, потому что им нельзя будет пользоваться, если он разобьется. Да? И эффективность – это, например, если стакан передадут друг другу люди, и он окажется на этом краю стола. Это будет безопасно, это будет эффективно, это будет нормально, потому что им можно будет пользоваться. Грубо говоря, если
поставить в пример западные компании, Apple, Google, то есть они все начинали маленькими командами, по 2, по 3 человека, и они очень быстро росли, очень быстро зарабатывали много денег и стали конкурировать с большими игроками. Почему? Потому что у них их взаимодействие внутри, оно было выстроено эффективно, и это малое количество людей, оно справлялось с такой же работой гораздо лучше, чем большие, крупные, неповоротливые компании. И говоря уже о бизнес-процессах, хотел бы сказать, что каждый процесс вообще состоит из 3 частей. Это вход, сам процесс и выход. Ну, то есть, если более простыми словами, когда к вам приходит клиент, например, в юридическую компанию, ему нужно составить договор. Он вам дает какую-то вводную часть, какое-то задание и говорит, что ему нужно, обозначает свою потребность. Это вводная информация, это вход. Потом вы передаете это своему сотруднику или идете сами делать этот договор, вы делаете какие-то действия. Это есть сам процесс. И выход – это результат. Результат того, что получает ваш клиент. Но важно понимать, что выходом будет правильно составленный договор, который удовлетворяет все потребности вашего клиента. И переходя к сотрудникам вашей компании, важно понимать, что вот каждый ваш сотрудник, он производит свой какой-то маленький продукт. То есть у бухгалтера, например, продукт бухгалтера – это вовремя составленная бухгалтерская отчетность. У официанта – это довольные клиенты, это улыбки его клиента и так далее. И если брать всю вашу компанию, то вся ваша компания состоит из сотрудников, из процессов, из каких-то действий. И это все представляет собой огромный цельный механизм. У кого-то он простой, у кого-то он трудный. И здесь вы должны всегда стараться управлять этими механизмами. То есть чем меньше человеческий фактор в вашем бизнесе, тем он крепче и устойчивее. И если мы говорим, допустим, про ошибки, а ошибка может возникнуть у любого сотрудника на любом месте, каждый может накосячить, это нормально. Но важно то, насколько эта ошибка, она негативно скажется на ваш бизнес. То есть, может быть, одна ошибка одного сотрудника пошатнет весь вообще ваш процесс. Это будет плохо, это будет несистемно. И вы должны стремиться к тому, чтобы эти ошибки, они были вообще минимальными и незначительными. То есть, если мы говорим про результативность и эффективность, то в бизнесе я считаю, что нужно в первую очередь стремиться к эффективности, чтобы вы меньшим количеством действий могли получать больше результат. И все-таки для тех, кто захочет задуматься о том, что такое система, как ее у себя внедрить, и что можно сделать прямо завтра или прямо сейчас, после этого мероприятия, то можно сделать 5 простых шагов, и у вас уже как-то действия упорядочатся. Во-первых, это описать все процессы компании. То есть, если сейчас у вас в голове есть какое-то представление, какая-то картина, то не факт, что все ваши сотрудники понимают это точно так же и видят ваш бизнес точно так же, как видите его вы. Чтобы описать процессы, нужно просто по порядку расписать каждое действие. И у вас появится какая-то картина, как вообще устроено, как вы работаете. Потом, после того, как вы их опишете, вы, скорее всего, увидите, что что-то можно поменять, что где-то есть лишнее действие, где-то сотрудник, кто-то слишком перегружен, кто-то слишком недогружен, и узкие горлышки – это как раз это слабые места в вашем бизнесе, вы их можете убрать сразу после того, как вы поймете, как вообще у вас это работает. Третье – это составить инструкцию, то есть когда у вас уже есть некая картина нормального вашего бизнеса и представление о том, как он должен работать, вы можете это написать для себя. Записать, как в идеале выглядит этот процесс. Когда вы поняли это сами, вы можете обучить теперь своих сотрудников, чтобы они тоже понимали, что есть некий стандарт, как это должно работать и к этому стремиться. И, конечно же, постоянно улучшать взаимодействие между сотрудниками, то есть, как показывает практика, никогда с первого раза не получается в компании внедрить что-то идеальное. И вот процесс этих постоянных улучшений, он в бизнес-практике встречается и в американской практике, то есть, там у них есть бережливое производство, в японской практике это кайдзен называется. Это постоянное улучшение какое-то.
То есть, да, может быть, это показаться на первый взгляд очень трудно, но, тем не менее, есть много программ, есть много сервисов, которые позволяют это все сделать просто, понятно и доступно каждому сотруднику, собственнику и учредителю. И самое главное в системе, многие говорят, что я хочу построить систему, которая работает без меня, я хочу, чтобы бизнес работал без меня, и тогда все будет хорошо. Но самое главное здесь построить не просто бизнес, который работает без вас, потому что без вас он будет просто работать в линейной плоскости. А важно построить еще бизнес, который будет расти без вас. И это, я считаю, что самый такой ключевой, трудный навык предпринимателя, к которому нужно всем стремиться.